بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبركة والإنعام والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله فاتقوه وأطيعوه إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون أما بعد. Дорогие братья, дай Аллах, чтобы сегодняшний день и последующие дни были нас баракатными, чтобы Всевышний Аллах принял все наши благие деяния. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: «Бисмиллахи рахмани рахим, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ». Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране: мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов, обрадуй же терпеливых, говорит Всевышний Аллах. И сегодня наших братьев в Палестине Всевышний Аллах испытывает страхом, испытывает голодом, потерей имущества, но после этого Всевышний Аллах говорит: обрадуйте терпеливых. И за это терпение, что они терпят, дорогие братья, Всевышний Аллах, конечно, их вознаградит. Вознаградит своим раем, дорогие братья, и вознаградит своей помощью. То есть Всевышний, иншаллах, наши братья одержат этой войне победу. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Ахасиба насу аютраку айякулу аманна вахум ла юфтанун». Всевышний Аллах говорит: неужели полагают люди, что они будут оставлены из-за того, что они сказали, мы уверовали? Разве люди думают, что их оставят из-за того, что они сказали, мы уверовали, и не будут они испытаны своими имуществами, душами? Нет, они непременно будут подвергнуты испытанию от Всевышнего Аллаха, чтобы отличить праведных верующих от лицемеров, говорит Всевышний Аллах в своем священном Коране. Всевышний Аллах послал испытания нашим братьям. Зачем? Чтобы отличить праведных верующих, дорогие братья, от лицемеров. И мы сегодня видим, сегодня то, что творится в Палестине, это оно показало истинных верующих от лицемеров, истинных верующих, которые сражаются с неверными, и тех лицемеров, которые закрыли границы из числа правителей мусульманских стран и не пускают беженцев, дорогие братья, закрыли границы для беженцев из Палестины, открыли аэропорта для самолетов из Америки, дорогие братья. И Всевышний Аллах послал это бедствие, чтобы отличить праведных верующих, то есть праведных верующих, которые сегодня сражаются на пути Аллаха, от лицемеров. И, дорогие братья, что мы слышим после вот этого, как Всевышний Аллах послал им вот это вот бедствие? После того, как Всевышний Аллах испытал наших братьев в Палестине, испытал их страхом, голодом, потерей имущества, что мы слышим в ответ? В ответ мы слышим, дорогие братья: «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». Мы от Аллаха и к Аллаху вернемся. Мы в ответ от них слышим: «Ла хаула ва ла куввата илля биллах». Нет мощи и силы, кроме как у Всевышнего Аллаха. Мы в ответ слышим: «Хасбуналлаху ва ни'маль вакиль». Достаточно нам Аллаха и прекрасный покровитель. Вот эти вот слова мы слышим от наших братьев в Палестине в ответ, дорогие братья. И это что показывает? Это показывает, что иман в Палестине очень крепкий, иман в Палестине очень большой. Дорогие братья, у них забрали все. У них забрали имущество, у них нет домов, у них нет интернета, воды, нету кушать, нету ничего, дорогие братья. У них все забрали, но у них не забрали их веру, у них не забрали их иман. И, дорогие братья, они палестинцы, наши братья, они подтвердили слова нашего пророка, где наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аллах инналь иман ида вакаат аль-фитну бишам». Наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: воистину иман, когда появится смута, он будет в Шаме. Шам, дорогие братья, это Палестина. И палестинцы сегодня подтвердили слова нашего пророка, алейхиссалату вассалам. И за этот ответ, то есть из-за того, что палестинцы отвечают: «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун», они получат очень большую награду. И почему? Потому что наш пророк, алейхиссалату, что сказал? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Маммин абдин тусибу мусибатун фаякул инна лиллахи ва инна илейхи раджиун, Аллахумма аджурни фи мусибати ва ахлиф ли хайран минха илля аджра Аллах фи мусибати ва ахлафу хайран минха».
Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, если настигнет беда раба, а он проявит стойкость и скажет, все мы от Всевышнего Аллаха, и к нему мы возвратимся, о Аллах, даруй мне в этом где благое для меня, Аллах вознаградит этого раба, говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам, в достоверном хадисе, который передал имам Муслим. И Всевышний Аллах вознаградит их своей помощью, вознаградит и их, то есть тем, что они победят в этой войне, вознаградит их раем, дорогие братья. Почему? Потому что Всевышний Аллах любит их. Потому что Всевышний Аллах любит. А Всевышний Аллах, и Всевышний Аллах желает им добра. И когда Всевышний Аллах желает добра, Всевышний Аллах посылает бедствие. Почему? Потому что наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Май юриди Аллах би хейран юсиб минху». Кому Всевышний Аллах желает добра, тому не посылает бедствие, говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам. И эти бедствия, которые были посланы в Палестину, то есть это почему Всевышний Аллах послал это бедствие, чтобы проверить их иман. И мы сегодня увидели, что иман там крепкий. И Всевышний Аллах посылает это бедствие, почему? Потому что Всевышний Аллах желает им добра. Разве, дорогие братья, Всевышний Аллах не любит нашего пророка? Разве Всевышний Аллах не любит остальных пророков? И дорогие братья, Всевышний Аллах любит пророков, любит и нашего пророка. И разве эти пророки не были испытанными вот этими бедствиями? Что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, «Ашадду наси балаан аламбия сумма салихун, сумма амсал фал амсал». Самым сильным испытанием среди людей подвергаются пророки, затем праведники, а затем остальные по мере своей праведности, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. Разве, дорогие братья, наш пророк, Всевышний Аллах, не испытал пророка Мусу израильтянами? Когда пророк Муса, алейхиссалам, вместе с израильтянами, он отправился, и когда они дошли до моря, Всевышний Аллах раздвинул это море, и израильтяне вместе с пророком Муса, они перешли это море. Дорогие братья, на глазах у израильтян Всевышний Аллах раскрыл море. Вот это вот знамение они увидели своими глазами. Они перешли через это море. И после этого они своими глазами увидели, как Всевышний Аллах погубил фараона и большое огромное войско вместе с фараоном. И эти израильтяне, они не успели перейти на другой берег, как они оставили Всевышнего Аллаха, и после этого начали поклоняться теленку, которого сделали для них из драгоценностей, дорогие братья. Разве этим не был испытан израильтянами пророк Муса, алейхиссалам? Разве пророк Иса не был испытан нашим Всевышним Аллахом? Когда пророк Иса родился, мать пророка Исы, когда она родила пророка Исы, что сказали израильтяне? Они сказали, что Марьям, она сделала прелюбодеяние, и что Иса, который родила Марьям, что он является валаду зина, мальчик, который родился после прелюбодеяния. Но Всевышний Аллах очистил пророка Ису, очистил Марьям. Дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, разве не был испытан тем, что сегодня испытывают палестинцев? Разве наш пророк, алейхиссалату вассалам, не был испытан голодом? Дорогие братья, когда наш пророк вместе со своими сподвижниками рыл ров, чтобы защитить Медину, 3 дня, дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, ничего не кушал. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, подвязал камень, чтобы не согнуться. И в один день или ночь наш пророк, алейхиссалату вассалам, вышел, и он увидел Умара Абу Бакр Сиддик аль-Умар ибн аль-Хаттаба. И наш пророк, алейхиссалату вассалам, спросил у них, «Ма ахраджакума мин бьютик махади саа». Он спросил у Абу Бакр Сиддика аль-Умара, что вас заставило выйти в это время? На что Умар ибн аль-Хаттаб и Абу Бакр Сиддик ответили, «Алджу я Расулаллах». Нас заставило выйти голод. Мы проголодались, и из-за этого мы вышли. И что сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам? Наш пророк сказал, «Ва ана валлази биядихи ла ахраджини лази ахраджакума». Клянусь вам Аллахом, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам, меня заставило выйти то же самое, что и вас, то есть голод. И после этого наш пророк, алейхиссалату вассалам, вместе с Абу Бакр Сиддиком, Умар ибн Хаттабом, они направились к одному из ансаров. Этот ансари очень тепло принял их, накормил и напоил их, дорогие братья. Дорогие братья, разве Всевышний Аллах не испытал нашего пророка тем, что испытывает сегодня палестинцев? Дорогие братья, наверное, большинство из нас видели ролик, как один отец проходит домой,
Маленькая девочка встречает этого отца, она обнимает этого отца, она ласкает его, но после этого эта девочка погибает, эта девочка умирает, и после этого есть следующий ролик, где этот отец, он держит эту девочку, уже умершую, на руках и прощается с нею, и после этого у этого отца спрашивают про эту девочку, и что делает этот отец? Он берет сережку, которую он прикрепил к карману своего кителя, берет ее и показывает, и говорит, вот что у меня осталось от этой девочки. Разве этим не был испытан наш пророк, алейхиссалату вассалам? Дорогие братья, все дети нашего пророка покинули этот мир, когда еще наш пророк, алейхиссалату вассалам, был еще живой при жизни нашего пророка, кроме Фатимы Захра. Кроме Фатимы, дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, всех своих детей проводил на тот свет. И этим был испытан наш пророк, алейхиссалату вассалам. Всех своих детей, кроме Фатимы Захра. Фатима Захра умерла после смерти нашего пророка, алейхиссалату вассалам. Разве наш пророк, алейхиссалату вассалам, не был испытан страхом, которым сегодня испытывает наших братьев в Палестине? Дорогие братья, в 7 году пророчества, то есть после того, как наш пророк, алейхиссалату вассалам, начал свою пророческую миссию, и прошло 7 лет, и курайшиты, они пошли к дядю нашего пророка Абу Талибу и сказали, чтобы он отдал своего племянника им, чтобы они убили его. Но Абу Талиб, дядя нашего пророка, он не согласился, он не отдал своего племянника. И после этого курайшиты, захотели убить его. Но такие племена, как Бану Хашим, Бану Муталиб, дорогие братья, они в то время еще не все были мусульманами, они были неверные. И многие из неверных даже сказали, что мы своего человека не отдадим, чтобы его убили. Если вы его убьете, сказали вот эти племена, как Бану Хашим, Бану Муталиб, то будет кровная месть. И курайшиты испугались. Если они его убьют, и если после этого будет кровная месть, то вся Мекка бы залилась бы кровью. И даже могли курайшиты проиграть. И поэтому они побоялись убить его. Но что они сделали? Они объявили бойкот. И этот бойкот они записали на листке. Этот листок, в котором был записан этот бойкот, был повешен внутри Каабы. И, дорогие братья, тот, кто записывал этот бойкот, наш пророк, алейхиссалату вассалам, его проклял. И что случилось после этого? Рука, кто записывал этот бойкот, рука у этого человека отсохла. Этот бойкот был таким, что они не будут ни продавать, ни покупать, не будут никаких связей между вот этими вот племенами. И эти племена остались в ущелье Бану Талиба. И ушли Абу Талиба. И, дорогие братья, этот бойкот длился целых 3 года. Положение было очень трудным. Положение было очень трудно того, что были слышны стоны женщин, стоны детей от голода, дорогие братья. От голода люди кушали. Что кушали? Они кушали листки от деревьев. Они кушали кожу, дорогие братья. И положение было до того тяжелым, дорогие братья, что даже некоторые не мусульмане, кафиры, неверные, они тайно приносили еду. Дорогие братья, это то, что мы сегодня не видим. Это то, что мы сегодня не видим со стороны правителей мусульманских стран. Правители мусульманских стран сегодня не могут передать в Палестину, покушать что-нибудь или даже бутылку воды, кроме как разрешения с евреев, дорогие братья. И, дорогие братья, наш пророк, алейхиссалату вассалам, был испытан в то время страхом, что его убьют. И из-за чего наш пророк, алейхиссалату вассалам, каждую ночь менял место своего ночлега. И этим был испытан наш пророк, алейхиссалату вассалам. И этот бойкот, он продлился, как я уже сказал, 3 года. И когда прошло ровно 3 года, дорогие братья, 5 человек, в то время они еще не были мусульманами. Дорогие братья. И эти 5 человек, будучи неверующими, они собрались возле Каабы. Они обратились к жителям Мекки и сказали: о, жители Мекки, вы наслаждаетесь жизнью, когда как наши племена как Бану Хашим, Бану Муталиб, они гибнут. И этот бойкот, сказали они, этот бойкот несправедливый бойкот. И мы тогда еще, когда этот бойкот записывался, мы не были с этим бойкотом согласны. И первым, кто выразил недовольство, это был Абу Джахль. Абу Джахль, как сказал наш пророк, фараон этой уммы, он сказал, что этот бойкот, он будет существовать. И эти 5 человек что сказали? Они сказали, что мы не остановимся, пока этот бойкот, листок, на котором был записан, пока он не будет разорван.
И Абу Джахль что сказал? Нет, этот листок не будет разорван, и этот бойкот будет существовать. И там присутствовал дядя нашего пророка Абу Талиб. Абу Талиб что сказал? Абу Талиб сказал, можно я скажу? Я скажу. И он сказал, Абу Талиб сказал, что меня послал мой племянник. А бойкот, о котором вы говорите, листок, о котором вы говорите, Всевышний Аллах уже разорвал, сказал Абу Талиб. И это до меня довел мой племянник. И если то, что сказал мой племянник, правда, бойкот будет остановлен. А если то, что сказал мне мой племянник, будет неправдой, что я вам отдам своего племянника и сделайте с ним, что вы хотите. И после этого они зашли внутрь Каабы. И что было внутри Каабы? Дорогие братья, этот бойкот, листок, на котором был записан этот бойкот, он был съеден термитами, был съеден насекомыми, кроме слова, в котором было имя Всевышнего Аллаха. Слово «Биисмик Аллах» осталось, остальное все было съедено. И этот бойкот перестал существовать. Дорогие братья, вот эти вот 5 человек в то время они не были мусульманами. И даже не будучи мусульманами, дорогие братья, что ими двигало? Ими двигало мужское достоинство. Мужское достоинство, из-за этого этот бойкот был разорван. Дорогие братья, правители мусульманских стран сегодня сидят и ничего не делают. Разве они считаются мусульманами? И разве их можно считать полноценными мусульманами, когда гибнут люди, когда гибнут женщины, когда гибнут дети, они просто сидят? И их можно считать настоящими мусульманами? Дорогие братья, разве вы думаете, что они спокойно спят? Ими что движет? Ими движет хуббу дуня ва карахиятуль маут. Как сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам, ими движет любовь к мирскому и боязнь смерти, дорогие братья. И вот эта вот любовь к мирскому им не дает спать, дорогие братья. Они боятся, что вот это богатство у них заберут. Они боятся, что кресло, на котором они сидят, это кресло у них заберут. И поэтому они не высыпаются, дорогие братья. Всевышний Аллах уже их наказал. Всевышний Аллах их сердца вселил лицемерие, дорогие братья. И это лицемерие будет до судного дня. Всевышний Аллах что говорит в своем священном Коране? Всевышний Аллах в своем священном Коране говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Фа'аакабахам нифакан фи кулубим илля юми ялкауна бима ахлафу Аллаха ма ва'адуху и бима кану якдибун. Всевышний Аллах говорит в своем священном Коране, что Всевышний Аллах наказал их, вселил их в сердца лицемерия до того дня, когда они встретятся с Всевышним Аллахом, то есть до судного дня. До судного дня Всевышний Аллах их сердца вселил лицемерия, а в судный день будет отдельное наказание, дорогие братья. За что? За то, что они нарушили данные Аллаху обещания, и за то, что они лгали. Дорогие братья, мусульмане дали Всевышнему Аллаху обещание, что они будут помогать друг другу, и они нарушили это обещание. Дорогие братья, Всевышний Аллах свое обещание не нарушает. Многие из нас говорят, что мы молимся Всевышнему Аллаху, но Всевышний Аллах не отвечает нам. Дорогие братья, каждое обещание, которое дал Всевышний Аллах не нарушает. Но мы нарушаем обещания, которые мы дали Всевышнему Аллаху. Мы, дорогие братья, сегодня пропускаем намазы, пропускаем посты. Это мы сегодня пьем спиртное. Это мы сегодня смотрим на харамные, на запретные вещи, смотрим на улице, смотрим по телефону, смотрим по телевизору. И после этого говорим, почему Всевышний Аллах не отвечает на нашу мольбу. Наш пророк, алейхиссалату вассалам, упомянул одного человека, который был в дороге, который устал в дороге, запыленный. Он поднял свои руки к Всевышнему Аллаху и просит у Всевышнего Аллаха: «О Всевышний Аллах, дай мне это! О Всевышний Аллах, дай мне это!» Но наш пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. Однако пища его запретная, питье его запретное, одежда его запретная, и кормили его запретным, так как Всевышний Аллах ему ответит, говорит наш пророк, алейхиссалату вассалам. И если мы хотим, чтобы Всевышний Аллах нам ответил на нашу мольбу, мы должны стать праведными, дорогие братья. Всевышний Аллах что говорит? Всевышний Аллах говорит: «Я аюхалладина аману стаину бисабри ва салати инна Аллаха ма'ас сабирин». Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, Аллаха в судный день, обратитесь за помощью к терпению и намазу». То есть мы должны терпением просить у Всевышнего Аллаха, молясь, соблюдая, делая намаз, дорогие братья. И после этого
Всевышний Аллах говорит, воистину Аллах с терпеливыми. Дорогие братья, воистину Аллах сегодня в Палестине. Почему? Потому что они терпеливые. «Вала такулу лима юктулу фи сабили амват, бал ахьяну, валакин ла таш'урун». Всевышний Аллах говорит, не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха, что они умерли, что они мертвецы. Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого, говорит Всевышний Аллах. И дальше Всевышний Аллах говорит, «Вала наблуваннакум бишай'ин минал хауфи вал джу'i ва накси мин амвали вал анфуси ва самарат ва башшири сабирин». Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, голодом, потерей имущества людей и плодов, обрадуйте терпеливых. Обрадуйте терпеливых, говорит Всевышний Аллах. А кто они терпеливые? И Всевышний Аллах говорит дальше, описывая вот этих вот терпеливых, «Алладина иза асабату мусибутан калу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». А терпеливые это те, которые, когда их постигнет беда, говорят, воистину мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся. Дорогие братья, это то, что мы сегодня слышим в Палестине. Это то, что мы слышим сегодня от палестинцев. После того, как Всевышний Аллах послал им это бедствие, что мы слышим в ответ? Мы слышим ответ «Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». Мы от Аллаха и к Аллаху вернемся. Мы от них слышим «Ла хаула ва ла куввата илля биллях». Нет мощи и силы, как у Всевышнего Аллаха. Мы от них слышим «Хасбун Аллах ва ни'маль вакиль». Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он покровитель. И они подтвердили слова нашего пророка, что иман существует в Шаме, где наш пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Аллах, иннал имана иля вакаатиль фитну бишам». Воистину иман будет в Шаме, сказал наш пророк, алейхиссалату вассалам. А Шам — это та самая Палестина. Дорогие братья, Всевышний Аллах что говорит в Священном Коране? Аллах, инна насраллах кариб. Воистину, говорит Всевышний Аллах, помощь близка. И иншаллах, дорогие братья, мы увидим, как Всевышний Аллах поможет нашим братьям в Палестине. А мы, в свою очередь, дорогие братья, что должны делать? Мы должны молиться за них. Мы должны помогать нашим братьям словом и делом, дорогие братья. И дай Аллах, дорогие братья, чтобы Всевышний Аллах в ближайшее время помог нашим братьям в Палестине. И чтобы мы увидели, как Всевышний Аллах помог нашим братьям в Палестине. И чтобы мы увидели, как Всевышний Аллах погубил несправедливых евреев. Аджарани Аллаху Та'ала.